Пикет я обычно писал на бумаге. Я не вижу разницы. Только материал и способ. Вобликов Юрий Владимирович, правозащитник, градозащитник, эколог, активный гражданин города Пензы. Я обычно делал плакаты. Ну, была жара этим летом. Так, чтобы из окна чиновникам было легче видеть, а не обязательно мимо меня проходить, я взял пластмассовую бутылку с дыркой и струей воды на горячем асфальте писал лозунги. Ну, правда, они быстро высыхали, жара. А сейчас зима, выпал снежок. Ну, снежок, я на нем ногой пишу те же самые лозунги, что писал президенту, губернатору и всем властям. На Степановской горе бьют родники, которые потом текут в Сурское питьевое водохранилище. И вдруг там затеяли под видом мусоросортировки на самом деле мусорный полигон захоронения. Поэтому я пишу: Пенза не ШС-2, Степановка против мусорного могильника. Те, кому нужно, те все прекрасно знают. А я им, так вы понимаете, вы нарушаете помогаю, чтобы вы помнили, ничего не нарушаю. Я когда напишу, подхожу к домофону у входа и информирую, что я, Вобликов Юрий Владимирович, написал текст «Мусор-могильник вон из Степановских родников. Передайте, пожалуйста». Чиновники знают. Ну, выглянул в окно и увидел. Я не уполномочен комментировать, извините, я просто должен был выйти и прореагировать. Что происходит на прилегающей территории к зданию правительства. Также полиция подходит, если видит, или когда я ее приглашаю. Они приходят, фотографируют текст, я даю объяснительные, с какой целью и что именно. Обычно даже он вызывал их через приемную у Деда Мороза аварийную кнопочку. А вот это вот прекратите, ну это ребячество, это ничего не надо. Я думаю, вас увидели, услышали, все. Меня в прошлый раз замгубернатора видел Гусейнов, говорит: Юрий Владимирович, зафиксировали, не морозься. Ну, не мои требования, понимаете? Это требования вот тех людей, которые охраняют это здание. Вот и все. У нас свобода собраний, выражения мнений, гласности. Нормально, премию теперь получим. Отлично. Конечно, каждый день убирают. Но как выпадет снежок, я тут как тут опять пишу.